Генишевич, вот у меня такой вопрос. Эмиссия электронных денег за Национальным банком и банками. А вот что касается эмиссии виртуальных активов, вот здесь ничего не сказано. Кто имеет право заниматься этим? Выпускать виртуальные активы? Коины всякие, вот. Так, значит, что касается работы с виртуальными активами, в настоящее время уже принят закон о виртуальных активах, и там эмитентами являются любые физические и юридические лица, которые работают с виртуальными. Нельзя ли подвязать это к лицензии? Дело в том, что вот я вам скажу, тут шустряки всякие появились. Я, наоборот, выступаю везде против вот этих лохкоинов, мифкоинов всяких. У нас пришел ко мне один шустрый парень, попросил сфотографироваться, а теперь ходит везде, вот, типа, Бекешев гарантирует там, или, ну, короче, они используют вот эту фотографию в качестве рекламы своих вот этих лохкоинов. И вот надо что-то с этим делать, понимаете, люди же клюют на это. Они берут там блогеров, берут там кто-то, вот известный человек выступает, его кусочек вырежут и говорят, вот видишь, у нас там даже Илон Маск за наш там лохкоин выступает там. И бедные люди верят им. Значит, то, что касается организаций поднадзорных Национальному банку, то есть банков, значит, небанковских кредитных организаций, платежных организаций, то имитирование виртуальных активов этими организациями, безусловно, будет подвергаться лицензированию со стороны Национального банка и надзору. Что касается тех организаций, которые Нацбанк не надзирает, то согласно вот закона, который вот принят в январе, там будет определен соответствующий уполномоченный госорган, который определит Кабинет министров. Но это не Национальный банк, опять же. Ну, предполагается, что это будет Госфиннадзор, мы предполагаем. Потому что контроль очень слабый, понимаете, люди всякую чушь верят, и им просто воздух продают, и, к сожалению, люди на это клюют. Я понимаю, что всеми законами мы это не остановим, но все-таки какая-то борьба должна быть с этим. Я с вами согласен абсолютно в этом. Вот. Все, спасибо.